Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную и теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Что принесет с собой коридор затмений, который начинается сегодня и продлится до 2 октября. Давайте посмотрим, что вас ждет и что с вами будет именно в этот период с сегодняшнего дня и по 2 октября. Загадайте, пожалуйста, на себя и давайте посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Пусть высшие силы водят моими руками по закроем то, что сейчас нас скрыто, чем желаю услышать, узнать. Так, ну что, бояться вам, либо наоборот радоваться? Как думаете? Ну, кто со мной давно, тот уже все увидел, тот уже все понял. Да, отсыпка непростая, но все фигурки практически смотрят в центр. Значит, этот коридор затмений принесет вам очень много пользы. Перемены в вашей жизни все пойдут на пользу. Да, перемены не всегда приятны. И не всегда мы понимаем смысл и значение перемен. Но что бы с вами ни происходило в этот период, все пойдет вам во благо, все принесет вам пользу. Вот так, мои хорошие. Ну, давайте пойдем по порядку. Вижу, что вы птицу в руках держите. И птица-то непростая, на утку похожая. Дикая утка. Летела, а вы ее раз за лапки схватили и к себе притянули. Это удача, это везение, это развернуть вектор своей судьбы в позитивном направлении. Что-то вы такое сделаете, на что-то вы решитесь, как-то так вы поступите, что все в своей жизни развернете в благополучную сторону. Вы все разные. Здесь не показали, что вы делать будете. Просто показали, что вы утку прям за лапы схватили и к себе притягиваете. Вы молодцы. Вы для себя лично постараетесь. Даете ли вы оценку тому, что вы делаете, либо это будет спонтанно, либо спланировано, вы это сделаете. Какой-то шаг, какой-то поступок, действие, решение вы примите и развернете свою жизнь в ту сторону, в ту русло, которое для вас самое вот прям позитивное, благополучное, в плюсовом значении. Тьфу-тьфу-тьфу, безумно за вас рада. Вы молодцы, вы у меня прям самые лучшие. Вы сами творите свою судьбу. Вот прям благодарна небесам за то, что это показали. Дальше, мои хорошие, здесь показывают вас, как будто бы вы маленький ребенок, и кто-то с вами нянчится. Ну, ухаживает за вами, холит, лелеет, помогает, воспитывает, да, обеспечивает. Вот с вами мужчина будет нянчиться. Вы, женщина, смотрите мою цыпку, либо вы, мужчина, смотрите мою цыпку, с вами будет нянчиться, относиться к вам как к маленькому и любимому ребенку именно мужчина. Мужчина, кстати, при возможностях, либо с хорошим таким сильным, стойким потенциалом. Прям с вами будет как с маленьким ребенком нянчиться. Вам точно понравится. Да, может быть, некоторые вещи для вас будут спорными, ну, либо поступки, действия этого мужчины. Но, тем не менее, вижу, что нянчится. Прям пылиночки с вас сдувает. И это очень и очень приятно. Улыбка у вас здесь вышла. Это ваша улыбка. Она станет постоянным, как вашим украшением. Ваша улыбка, ваше украшение. Будете очень много улыбаться. Не смеяться, но улыбаться. То есть, когда мы улыбаемся? Когда нам хорошо, когда нам приятно, когда мы одобряем что-то, да, мы улыбаемся. Вот и вы будете улыбаться. Видите эту улыбку? Вот она у вас вышла. Так, с левой стороны
Но здесь вы с кем-то резко попрощаетесь. Причем не просто попрощаетесь, как обрубите связь между вами и кем-то. Решение, вот, знаете, мгновенное, да, вот этот человек мне не нужен. Я не хочу с этим человеком не общаться, не любить, не встречаться, не дело иметь, вообще видеть не хочу. Как-то резко вы примете решение. А решение это давно уже назрело на самом-то деле. Это на вашем подсознании созрело. И вот сейчас именно в коридор затмений вы решитесь. Резкий поступок, резкий шаг обрубить с кем-то связь, обрубить с кем-то отношения. Кстати, очень правильный шаг. Я бы даже сказала, своевременный и очень полезный. Пользу от своего решения вы прочувствуете, ну, буквально моментально, да, там, в тот же час, в тот же день, в те же сутки почувствуете пользу. Да, вас тут ваше провидение поведет, да, ваша интуиция вас поведет, подсознание вот выскажется. Все, с этим человеком мы больше дел не имеем, либо с этим человеком мы больше не общаемся. Да, беспричинно вы это сделаете, но сделайте правильно. И еще здесь у вас два человека, люди, которые к вам спиной стоят, либо спиной всегда к вам поворачивались, то есть не хотели с вами общаться, не хотели с вами там дело иметь. Вообще вели себя такими холодными были, закрытыми, и вас, возможно, в свой круг не брали, к себе не подпускали. Вот секрет у них какой-то есть. Секрет, почему они так делают, почему именно к вам так относятся. Вы этот секрет узнаете, вы все поймете, все станет на свои места. И вы поймете, что они не от вас закрывались, а закрывались они от всего мира, либо закрывались, потому что им есть что скрывать. Все поймете, все узнаете. И прям выдохните. Вас это беспокоило, почему эти люди ко мне спиной всегда были. Да? Вы все думали, что не так со мной, что не так во мне, почему они не хотят со мной общаться, там, дела не делают. Вы все узнаете, все поймете. У них есть какой-то секрет. Что-то они прятали, скрывали, и это станет достоянием общественности. Все об этом узнают, и вы в первую очередь. Вот, про себя плохо перестанете думать. Про себя перестанете, про них станете. Вот так идет. Но вижу, что как камень с души у вас упадет. Камень с души точно упадет. Дальше. Здесь какой-то механизм сломанный. Сломанный механизм. Ключик есть, но он как не крутился, либо нельзя было завести этот механизм. Вижу чьи-то умелые и сильные руки. Вообще образ мужчины идет. Ну, либо такая женщина, прям волевая, сильная, рослая, с мужским характером. Ну, у каждого по-своему отыграется. Я вижу, что этот ключик силой проворачивает. Да, какой-то человек запустит механизм, либо какой-то алгоритм запустит. Что-то начнет работать. То, что считалось, ну, сломанным, утраченным и невозможным. Да. Вы будете рядом, вы будете все это наблюдать, и, возможно, вы будете в рядах тех первых, кто сможет этим воспользоваться. А воспользоваться будет чем? Вот поверьте, будет чем. Вы это все поймете. Рядом вы с сильным человеком, который запускает механизм, да, который проворачивает этот ключ, и вы в ряду тех, кто вот, ну, первая линейка, да, кто может к этому подойти и этим воспользоваться. Может быть, с работой связано, может быть, с какими-то другими обстоятельствами. Но вот вижу, что вы будете очень рады, потому что вы в нужное время, в нужном месте, рядом с нужным человеком, и вы в ряду первых. Не последних, не средних, а именно первых. Дальше. Острый момент, и он все ближе. Как какая-то дата, какой-то день, либо какое-то событие должно произойти. Для вас это событие острое, и вы очень сильно напрягаетесь и переживаете, потому что вы бессильны перед этим событием, вы бессильны перед этими обстоятельствами. И понятно, что чувствуете себя некомфортно, это я так мягко говорю. Смотрите, этот острый момент, он придет. Но как ни странно, окажется, что момент и не такой уж острый, и не так уж и больно. И ничего как неприятного, плохого не происходит. Наоборот, как-то все очень нейтрально и посредственно. Так, знаете, выдохните и скажете: ой, зря боялась, либо зря переживал. Что это я? Да, здесь явно плохого не будет.
Что-то будет такое среднесмешанное. И у вас вот это напряжение, дрожь, она просто моментально улетучится. Может быть, вас кто-то напугал, либо вы сами человек мнительный, сами придумали, сами испугались, сами в это поверили. То есть острый момент окажется на самом деле тупым, вот если честно, да. Извините за тавтологию, но именно так здесь и показано. Вы боитесь, что ой, уколюсь, наколюсь, проколюсь, а окажется, что совсем и не остро, да, как-то прям совсем гладко, тупо, мягко. Ну, в общем, да, вот здесь вы очень удивитесь и вижу, что вы в себе что-то поменяете. Либо себя как-то перенастроите, меньше будете поддаваться панике, меньше будете восприимчивы, да, к внешней среде, меньше будете в стресс впадать, да, в панические атаки впадать. Прям сами над собой посмеетесь и скажете, что это я, да? Зачем это я? Все не так-то и страшно, да, и вообще ничего не произошло. Как-то все это мягко, сглажено будет. Дальше. Здесь как снег на голову, вам кто-то прям упадет, к вам упадет, к вашим ногам. Какой-то человек, у одних отыграется совершенно незнакомый, а у других знакомый, но вы, например, давно не виделись, либо не поддерживали связь, общение, контакт. Прям свалится на вас, вот как из-под земли вырастет. Да, этот человек не просто так появится в вашей жизни. У этого человека на вас обширные планы, взгляды, и я вижу, что вы друг другу будете очень и нужны, и важны. То есть вы друг другу помогаете, либо вы вместе что-то делаете, друг для друга делаете. В чем-то вы вместе сила, и вместе вы встречаете эти обстоятельства, боретесь с этими обстоятельствами. Прям такой, знаете, момент до мурашек, но в то же время с пользой идет. Так, здесь перемены в мужчине показаны. В мужчине, в его характере, настроении, поведении, отношении к вам. А здесь мужчина переодевается, переобувается. Причем это все делает, как говорят, на лету, да, очень быстро делает. Я вам так скажу. Здесь ваш мужчина чем-то впечатлился. Что-то он такое услышал, узнал, увидел, что проняло его до мозга костей. И страх какой-то в нем зародился. Страх. Раньше он ничего не боялся. Жил так, вот знаете, наотмашь. День прожил, и слава Богу. Но с чем-то он таким столкнулся. Что-то он такое увидел, услышал, узнал, что полностью его, как знаете, перенастроило. Да, у него произошел эррор, а потом его перезапустили. Знаете, какой страх? Страх вас потерять. Страх вас лишиться. Страх остаться не в удел, остаться одному, никому не нужному. Да, вот это его ведет. Вы знаете, страх, конечно, штука такая спорная, но мужчине она действительно здорово поможет поменять жизнь к лучшему. И еще не у всех, а у кого-то вот прям индивидуально отыграется, что мужчина помимо того, что сам полностью поменяется, он еще и, например, там, в религию уйдет, допустим, да, уверует, либо там на Создателя уповать начнет. Причем, ну, как бы, да, будет придерживаться всех канонов, всех, там, не знаю, правил, всех подходов, да, вот прям поменяется моментально. И еще у него могут как-то быстро появиться седые волосы. Либо он утром ушел, был нормальный, а вечером пришел уже совершенно другой, и еще с седыми волосами. То есть как какая-то отметина на нем появится. Даже вот как седое пятно на нем может появиться. Да, тут Боженька к нему прикоснется, причем конкретно прикоснется. Мужчина переломный момент свой проживет. Да? У него как выбор будет. Либо дальше влачить это никчемное существование и быть, ну, таким, знаете, нарывом на теле планеты, либо все-таки за ум взяться. Он выберет второе. Он выберет второе. Может быть, не сразу вы ему поверите, доверитесь, но он не только словами, но и действиями докажет, что он поменялся. И в первую очередь по отношению к вам. Да, будет чему удивиться и, ну, не просто удивиться, тут шок испытать, как-то по-другому сказать. Не сразу, но когда веритесь, увидите, поверите. Так, еще.
Вижу, что вам будут что-то предлагать, как несколько даже вариантов будут предлагать. И все варианты хорошие, вот просто как на подбор. Сложно будет вам выбрать. Выбор, да, выбор предлагают. Может, работу будут предлагать, может быть, что-то другое, но хорошее, неплохое. Неплохое. Смотрите, сами себя не перехитрите и долго не думайте. Здесь нужно будет как-то быстро выбрать, либо быстро определиться. Иначе вот это изобилие выбора очень быстро схлопнется. А сомнения у вас будут, да, будут, и сомнений будет много. Знаете, легче выбирать там из худшего лучшее, чем из лучшего более лучшее. Вот вы в этом убедитесь, в прямом смысле слова. Так, еще. Вижу, деньги приходят, вижу, деньги уходят. Деньги, которые уйдут, о них не жалейте. Знаете, что они вернутся. Не спрашивайте, как, я этого не вижу, но вижу, что вернутся. Все, что вы потратите за этот отрезок времени с 18 сентября по 2 октября, все к вам вернется. И еще у кого-то отыграется, что вернется гораздо больше, чем ушло, да, чем вы потратили. О деньгах не жалейте, ни в коем случае. И еще вижу, что вы что-то потеряете. Об этом тоже не жалейте. С тем, что вы потеряете, с этой вещью, с этим предметом, уйдет что-то очень плохое из вашей жизни. Плохое, такое, знаете, токсичное, ядовитое, то, что вас отравляло. И то, что могло вас довести до большой беды. Какую-то прям никчемную, ненужную, токсичную, ядовитую вещь, отравляющую вас, ваш дом, вашу семью, вы потеряете. Либо разобьется, либо, как-то, знаете, функционировать перестанет. Мне больше идет как прям безвозвратная потеря. Не жалейте об этой вещи и не ищите ее. Не ищите. Если найдете, то обратно к себе эту гадость вернете. Опять будете от нее страдать, мучиться. И, в общем, ладно, пусть это останется в тумане. Не возвращайте то, что вы потеряете, о том не жалейте и не возвращайте, даже не ищите это. Поверьте, вы большее найдете, вы лучшее обретете. Не ищите и вообще об этом не думайте. Так, здесь кто-то с рогами. Человек думает, что он с рогами, скорее всего. Это предположение, что у меня есть рога, то есть измена, да, мне изменяют, либо я рогоносец. Смотрите, рога это не настоящее, это все муляж. Это все, знаете, как обман зрения, мираж, да, муляж, мираж. В общем, кто считал, что ему изменяют, и прям был уверен, прям все мог доказать, поймете, что это все было неправда, никакой измены нет. Правда откроется, ясность придет, и еще и доказательства появятся, да, что никакой измены не было. Никто вам не изменял, и никакие рога вы на себе не носите. Даже обидно будет, да, даже обидно будет, что рога не настоящие. Да, есть какой-то прям сговор-заговор, и вижу, что кто-то очень постарался, подтасовал так факты, данные, вводные, чтобы вы поверили, что вам изменяли. Либо поверили, что вы рога носите. Все откроется, все скроется. Будет большой скандал, сразу предупреждаю, прям очень большой скандал. Будет и жарко, и громко, и очень-очень опасно. Но все раскроется. Все, от начала и до конца, от первой до последней буквы. Да, очень интересные вещи вы узнаете. И так и скажете, столько лет жил, жила и даже предположить не мог, что такое в жизни существует. А видите, как жизнь умеет удивить. И вас она удивит. И причем не первый раз. Дальше, мои хорошие. Здесь, знаете, как пословица есть, где тонко, там и рвется. Коридор затмений обнаружит очень много узких и тонких мест в вашей жизни. Допустим, что это может быть? Если вам необходимы были какие-то перемены, прям будет в колокол звенеть. Если вам нужно было что-то там изменить, поменять, допустим, пример банальный, да, у вас там что-то плохо работало в доме, эта вещь сломается, либо выйдет из строя. Если у вас была дырка в кармане, и вы ее никак зашить не могли, извините за такие прям
деликатные вещи, то может кроме дырки и там, извините, на попе треснуть, да, когда вещь просто не функционирует, вы ее выкидываете. Вот все тонкие места там в дружбе, в службе, в работе, в делах, все это будет прям открываться именно в коридор затмений. Вы этого не бойтесь, вы не принимаете это как кару небес, а наоборот, принимайте это с благодарностью. Когда вам открываются ваши узкие и тонкие места, значит, вы можете предпринять действия, чтобы закрыть эту брешь. Да? Вот где тонко, там рвется, но тонкие места, их можно заранее увидеть и залатать, да, укрепить, усилить. Вот для этого и будут вам открывать тонкие и узкие места. Это ваш шанс. Шанс все исправить, да, все поменять, все заменить, все наладить, как настроить, улучшить. Вот так воспринимайте. А не так, что ой, небеса наказали, у меня там все сломалось, все полетело, с кем-то поссорилась, там меня обманули. Нет, это тонкие места вам показали, где вам нужно усилиться. Воспользуйтесь как шансом. Так, еще. Здесь мужчину конь в спину просто вот этим копытом бьет. А мужчина такой, где, что, как? Работа для мужчины, либо дело для мужчины, а может быть заказ для мужчины. Прям конь в спину бьет. Так, мужчины, хватит по сторонам смотреть на коня и вперед по делам. Конь очень хороший. Хороший и благодарный. Вот. Благодарная работа самое лучшее, что может иметь человек. Вы ей, а она вам. Да? Вы физический труд, а вам обратно деньги идут. Так что все, хватит вам отдыхать. Вперед на коня работать. Целое поле работы вас ждет. Да. Вы как-то благородство обретете в этой работе, либо в этом деле, либо в этом заказе. Ну, благородство — это значит, вы себя хорошо покажете, зарекомендуете и обратите на себя внимание. Да. Обрастаете. Так, еще для женщины. Вот вижу женщина одна-одинешенька, и не на кого даже посмотреть. Ну да, вокруг есть люди, но они все такие какие-то, ну, стрёмненькие, да, не очень, не ваш контингент. Вижу у вас сразу несколько поклонников, причем в разных местах. То есть они с друг другом никак не встречаются и нигде не пересекаются. Ну, допустим, один там в интернете появится, другой на работе, третий, там, не знаю, по соседству, в конце концов. Несколько, да не значит два, это может быть и 3, и 4. И вы прям будете купаться в мужском внимании с утра до ночи. У вас телефон просто перегреваться будет от количества вот этих сообщений, созвонов. Очень много будете говорить. Знаете, вы так себя прокачаете, вы так свое женское очарование прокачаете, свою эту уверенность в себе прокачаете. Прям будете парить. Ну, такая королева у меня идет. Не королева, императрица, понимаете? Мужиками так будете крутить, вертеть, прям жонглировать ими будете, жонглировать. Но только смотрите, не заиграйтесь. Не заиграйтесь. Выбирайте себе партнера, знаете как? Вот чтобы вам с ним было хорошо и комфортно, чтобы партнер был для вас, а вы уже для него. А не так, что вы всю себя отдаете, а мужчина там, извините, дули крутит. Вот. Будьте умнее и смотрите, хороший шанс, хорошая возможность вам поменять свою личную жизнь к лучшему. И прокачать, и поменять. Много мужчин вокруг вас, прям жонглируете ими. Времени, конечно, ни на что не будет хватать, но все равно будет весело и интересно. Вы очень, кстати, преобразитесь. Даже роста выше станете, потому что плечи расправите. Да, девочки, хорошая идет. Так, еще. В венце у меня большое дерево. Большое и красивое. Это дерево семейное. С одной стороны мужчина сидит, с другой стороны женщина сидит. Мужчина, кстати, как на чемоданах, либо он уходит, либо он, наоборот, возвращается. Смотрите, как бы вы там сильно не ругались, как бы вы друг в друге там не разочаровывались, вижу, что вы все равно под этим деревом. И каждый из вас к этому дереву привязан. Смотрите, у одних отыграется сойтись с бывшим, с прошлым, с бывшим. Причем
несмотря на то, что между вами там было, да, все простить, все забыть и, ну, как заново воссоединиться. А у кого-то отыграется, что вы, ну, ругаетесь очень сильно, и что нет между вами ничего общего, да, никакой связи нет. Но на самом деле окажется, что вы друг для друга просто созданы. Вы как сапог сапогу пара. Не обижайтесь, конечно, на это, но так иногда бывает, да. Скорее всего, вы кармические, и поэтому отношения, ну, вот такие вот непростые, да, сложно сочиненные у вас получаются. Смотрите, вижу, что вам суждено в очередной раз выяснить отношения, и, возможно, даже выяснение отношений затянется на несколько дней, а может быть, даже и на неделю затянется. Но придете к общему знаменателю, то есть поймете, что вы судьбой повязаны, и от одного дерева вы, понимаете, производные. Вот, поймете, порадуетесь этому, и вижу, что новый виток в ваших отношениях начнется. Против судьбы не пойдешь, с судьбой не поспоришь. Вы две половинки одного целого, и ничего с этим не сделаешь. Нравится вам это, не нравится, но у вас одна судьба на двоих. Вот, все это поймете, договоритесь и в новый виток. Вместе, под ручку, парочкой, да, в новый виток пойдете. Мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.